Прошел от Сталинграда до Берлина. История 119-летнего таджика. Здравствуйте, дорогие зрители! Я всех вас поздравляю с 9 мая, Великий День Победы, 70-летием. 75 лет прошел. И здесь я расскажу вам историю одного таджика, который он прошел всю битву на протяжении 43-м до окончания войны. История жизненного пути таджикского героя Великой Отечественной войны Атакула Бустанова вполне могла бы попасть на страницы фронтовой литературы и стать основой для захватывающего военного фильма. В Душанбе в возрасте 119 лет ушел из жизни самый старый ветеран Таджикистана Атакул Мирзоевич Бустанов. Он буквально несколько дней не дожил до 75-летия победы в Великой Отечественной войны. Бустанов прошел в 1943-м Сталинградскую битву, освободил от фашистов Будапешт, Вену, Калининград, участвовал в Балатонской оборонительной операции. По освобождению Венгрии во встрече союзных войск на Эльбе и даже лично общался с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Уже после войны годы. Удалось за несколько дней до смерти побывать в родном доме Бустанова в Душанбе, где жил таджикский герой. Встретиться с ним, услышать и записать историю подвига во время Великой Отечественной войны. Из уст троих его сыновей, знающих все мельчайшие подробности отцовского героизма, наизусть словно поэму. В скромном одноэтажном доме в одном из районов Дангары Атакул Мирзоевич прожил долгую и счастливую жизнь. Но к концу жизни дети перевезли его к себе, в столицу Таджикистана. В Хавли частный дом Ред Бустановых сохранились много вещей, напоминающие о советской эпохе. В большой семье ветерана, как зеницу ока, бережно хранят все памятные вещи, связанные с победой их деда. На стене по-прежнему висят старинные часы, словно кремлевские укранты, громко и торжественно чеканящие часы за часом. Ряд висит старая раритетная цветная фотография молодого Атакула Мирзоевича, сделанная в Германии в 1945-м. Тогда на кителе молодого солдата уже появились его главные медали победы. В домашнем архиве не только бесценные медали и удостоверения к ним, но и многочисленные грамоты и ежегодные поздравления в конвертах от президентов России и Таджикистана. Из последних именно поздравительное письмо от Владимира Путина с 75-летием Сталинградской битвы. Спасибо ваш бессмертный подвиг и личный вклад в великую победу, гласят слова телеграммы. Всего в победной коллекции воина-освободителя свыше 15 боевых наград и орденов, в том числе медаль Жукова. А 25 апреля 1945 года при встрече на Эльбе, когда союзные войска кольцом взяли Берлин, у таджикского героя на всю жизнь сохранился подарок, которыми символично обменялись бойцы Красной Армии и солдаты США. Один из сыновей Атакула Мирзоевича бережно показывает небольшой золотистый бритвенный прибор
который, как память о военных днях, долгие годы хранится в специальном футляре. По рассказам Бустонова, американские солдаты во время той исторической встречи на берегу немецкой реки изумленным смотрели не только на боевой орден советского солдата, но особым восхищением на медаль за оборону Сталинграда. Именно эта награда вызвала у них тихий восторг, потому что они знали, Сталинградская битва была одним из самых кровопролитных сражений за всю историю мировую войну и историю человечества, и выживали там единицы. Американцы только один день вопрос задали отцу: как вы успели в этом жестоком бою? На что он отвечал им словами, написанными на памятной медали: «Наше дело вправе, мы победим», рассказал младший сын ветерана Адил Бустанов. Как таджикский ветеран, Бустанов защищал Сталинград. Когда Бустанов ушел на фронт, он почти сразу стал старшим лейтенантом, потом командиром взвода, роты, батальона и, наконец, полка. По словам родных ветерана, он был так хорош собой, что все принимали молодого солдата из Таджикистана за настоящего грузина. Защитник Родины через всю жизнь пронес дружбу со многими русскими офицерами, с которыми познакомился в годы войны. Благодарность и медаль от Сталина за оборону Сталинграда таджикский ветеран получил в декабре 1943 года. Как и многим другим участникам, чудо выжившим в одном из важнейших сражений Второй мировой Великой Отечественной войны между Красной армией и вермахтом, Бустанову всегда было что рассказать детям. Трое сыновей, словно живые источники, знают дни отца, проведенным на фронте. Они наизусть диктуют всю хронологию событий, фамилий и имена. За пиалой чая отец очень много рассказал мне эпизодов той войны. Он всегда все описывал с подробностями, а я все слушал и выпивал, рассказал средний сын Ариф Бустанов. В Таджикистане 20 столетних ветеранов отметят День Победы. Атакул Мирзоевич воевал в минометной роте 62-й гвардейской армии под командованием генерала-лейтенанта Василия Чуйкова, что отличилось мужественной обороной Сталинграда. Ариф Бустанов поделился отцовским воспоминанием, как тот оборонял одну сопку, за которой находился мост в Сталинграде. Фашисты хотели заминировать и взорвать этот мост, чтобы советские танки не смогли пройти позиции. Немцы провели 6 атак, штурмовали минометными обстрелами. Отец говорил, что никогда не видел, чтобы железо только красным ручейком. Такое было кровопролитие. Каждые 3 минуты погибал один солдат. На 16-17 минуте командир взвода, через 24 часа командир роты. Офицеров косило только так, добавил Адил Атакулович. Поскольку бой разворачивался на территории города, на домах работали фашистские снайпера дивизии Эделебейс. При малейшем передвижении стрелки захватчиков снимал солдат на передовой. В один из моментов сражения погибает командир роты, и Бустанов, что в тот момент был уже старшиной, сразу взял командование на себя. В роте было около 70 человек, и всем им удалось отразить атаку почти 5 сотен фашистов. Все это через бинокль наблюдал командир полка. Его
еще назвали Батыкой полковник Ермишев, которому позже доложили, что операцию провел товарищ Атакул Юлдаш. Так назвали всех выходцев из Центральной Азии. Ред рассказывает по воспоминаниям ветерана Адил Бустанов. Оказывается, сразу после этого Ермишевым были даны указания немедленно представить к званию Героя Советского Союза, но другие офицеры. Предложили иное сначала назначить Бустанова командиром роты, дать ему звание лейтенанта и орден Красной Звезды, что и было исполнено. А дальше была Европа освобождения Венгрии, Кенигсберга, Балатонская, оборонительная операция, последние крупные бои Красной Армии против войск фашистской Германии. Атакул Мирзоевич участвовал в освобождении Польши и рассказывал, как вместе с другими известным таджикским героем Домуло Азизовым укрывались в дремучих лесах. Днем, а ночью устраивали марш-бросок, как видели расстрел дезертиров и многое-многое другое. Сразу после войны Бустанов вернулся в свой отчий дом, женился, стал отцом и начал работать директором совхоза в Дангаре. Хорошо помню наше детство, мы жили в плохих условиях. Дом, палатка, 2 печки, которые топили кизяком. Когда уголь кончился, были непростые послевоенные годы. На весь совхоз, на всю Дангару было только 2 водопровода. Это сейчас не узнаешь. Город, а тогда только все восстанавливались, вспоминает Адил Бустанов. После войны Атакул Мирзоевич стал не только почетным гражданином, но и человеком своим трудом, самоотверженно, строившим новый мир в своем горном крае. Спустя годы, где-то в 60-х веках, на одном из съездов КПСС по приказу Хрущева было решено отправить делегатов от СССР для помощи братскому народу Кубы. Бустанов, как специалист в области народного хозяйства, вместе с другими директорами совхозов отправился на остров Свободы, где их торжественно встретил сам Фидель Кастро. По рассказам старшего сына Махсума Бустанова, ветеран Вов не мог после командировки долго оставаться на Кубе, ведь на родине у него уже была семья, жена, дети, работа. И когда состоялась личная встреча кубинского революционного лидера с делегатами, Бустанов через переводчика открыто обратился к Кастро: «Камрад, товарищ Ред, но вы же офицер». На что Кастро сразу спросил: «Ты фронтовик воевал?» Бустанов открыто попросил главу Кубы не задерживать его надолго, потому что дома его ждали, на что тот вполне объективно отнесся к ситуации и ответил, что война издалека чувствует. После этого Фидель Кастро подписал Бустанова на листе: «Учитывая просьбу участника Великой Отечественной войны, отпускаю его в свой совхоз». И ветеран вновь вернулся в родной кишлак, откуда больше никуда надолго не уезжал. Судьба берегла, как таджикский ветеран дожил до 100 лет. Согласно официальным документам, Бустанов родился в 1908 году, но родные рассказывают, что эта цифра далека от реального биологического возраста. Ветеран был рожден на несколько лет раньше. Несмотря на почтенный возраст, до которого дожил ветеран, он почти никогда не болел. Конечно, в последние годы ему было трудно передвигаться, да и глаза стали подводить. Но, несмотря на это, благодаря солдатскому духу, заботам детей, внуков и правнуков, Атакул Мирзоевич провел спокойную старость
окружение своих потомков за мирное будущее, которых он сражался на фронтах. За всю войну таджикский герой был трижды ранен и дважды контужен. Контузионный синдром – это единственный синдром, который передается по наследству до седьмого колена, подчеркнул Адил Атакулович. Таким образом, эхо той войны генетически передается каждому потомку. Несмотря на все ранения и последствия, все трое сыновей единодушно говорят, что судьба всегда берегла война. Однажды отец попал в ранение в военный госпиталь. Так получилось, что задержался там всего на сутки. Утром его однополчанами выпустили как легкораненых. И те уехали в часть, а сразу после этого на госпиталь толкнулась такая-то отступающая немецкая часть, и всех расстреляли, поделился Махсум Атакулович. Да и в мирное время Бустанову неоднократно удавалось обманывать смерть. В советские годы он только покинул кишлак Ульдара, где находился по делам с другом, как через несколько часов местную деревушку просто смыло с лица земли страшным оползнем. Вопреки всем смертям, трудностям, Атакул Бустанов прожил долгую и насыщенную жизнь. Дорогие зрители, это словами не передать вам, это надо чувствовать. У кого были деды и отца, пишите в комментариях. И я еще раз поздравляю всех вас с Днем Победы 9 мая.